Молодые молодым. Это семинар в формате живого общения. Молодые педагоги школы расскажут о профессиональных приемах, о том, как все успевать и при этом не забыть о себе. Привет, друзья! Меня зовут Елизавета Андреевна. Я учитель родного языка и литературы в школе номер 2. Я сегодня вам расскажу про профессиональное тестирование. Итак, что же это такое? Профессиональное тестирование – это удобное и практически безальтернативное технологическое решение для оценки знаний. Тестирование позволит стимулировать учителей на непрерывный и профессиональный и личностный рост, выявить проблемы педагога, вызванные недостатком профессиональных компетенций, определить траекторию карьерного роста педагога, корректировать программу повышения квалификации с учетом результатов. Вопросы в таких тестированиях будут по этим 4 разделам. И по содержанию это ответ с выбором ответа, с открытым ответом, педагогические задачи и ситуации. Тестирование можно пройти на разных сайтах. Все они строятся по принципу вот этих 4 профессиональных компетенций. Наиболее полный вариант тестирования можно пройти в Институте развития и повышения квалификации Донского в городе Якутске. Но прежде чем выполнить тестирование ЕФОМ, можете потренироваться на этих сайтах. Я прошла на сайте ЛК-14 и выявила свои дефициты. После прохождения получила следующие результаты. Далее выявлены дефициты по всем ключевым компетенциям и намечены пути их решения. Итак, сайт lk14.ru. Вот выходит сайт. Я уже сюда зашла. И находим тестирование, тесты и результаты. Показывает тесты. Первое – предметная компетентность. Второе – психолого-педагогическая компетентность, коммуникативная компетентность, методическая компетентность, информационно-коммуникативная компетентность. Можете пройти по всем этим 4 компетенциям. Как вы пройдете, например, можем зайти, выбрать свой предмет и начать тест. Там идет время, и можно спокойно, не спеша выполнить тестирование. После окончания результаты моментально выходят. Почему именно этот сайт я выбрала? Во-первых, он удобный. Во-вторых, он бесплатный. И в-третьих, результаты выводят моментально. И огромный плюс в том, что на этом сайте можно записаться на разные курсы по своим дефицитам, на курсы переподготовки и переквалификации. На основе этих результатов началась работа по проектированию карты развития. Карту можно сделать на год или на 3 года и после завершения срока выполнить тестирование еще раз. Представляю вам мою дорожную карту профессионального роста. Направление деятельности – это у нас предметное, психолого-педагогическое, методическое и коммуникативное. Результаты моего тестирования. Вот тут наглядно видно, по каким направлениям мне нужно двигаться и работать. Повышение квалификации и педагогического мастерства. Я поставила себе задачи: изучение материалов ФГОС и нормативных документов, курсы повышения квалификации, изучение опыта работы учителей, работающих в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода, изучить новые программы и учебники по ФГОС, пройти переподготовку. Из них я сделала технологические карты уроков, обмен опытом на заседании МО, посещение уроков коллег, участие в вебинарах, открытые уроки и прошла переподготовку на учителя-логопеда. Совершенствование работы с современными педагогическими технологиями – это изучить теоретические аспекты новых образовательных технологий, применение новых знаний на практике, посещать проблемные методические семинары,
Самостоятельная деятельность – пройти курсы по логопедии, развиваться как учитель-логопед. Сейчас я веду неурочную деятельность для первых и третьих классов логоритмика. Организация работы с одаренными детьми и участие с ними в научно-практических конференциях, конкурсах творческих работ, олимпиадах. Реализация компетентностного подхода в предметном обучении в рамках внедрения федеральных образовательных стандартов нового поколения. Это изучение специализированной литературы, внедрение в педагогическую деятельность. Сейчас я работаю над своим авторским гайдом по чтению для детей с проблемами в речи. Информационно-технологическое – это посещение курсов, создание электронного пособия, регистрация и участие в профессиональных сообществах в электронном образовании с целью изучения опыта коллег и пополнения своей методической копилки. И личностное – это посещение семинаров, тренингов для совершенствования личностных качеств и раскрытия творческого потенциала. Посещение курсов по воспитательной работе. И самое главное, дорогие коллеги, я хочу вам сказать, советуйтесь у более опытных учителей. Не бойтесь спрашивать, это не стыдно и не страшно, потому что тот, кто постоянно учится, может учить других. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!